Сегодня исполнилось бы 90 лет первому чувашскому олимпийцу Арделиону Игнатьеву. 22 года назад знаменитого и во многом непревзойденного спортсмена не стало. С его вдовой, а также журналистом, исследователем биографии олимпийского чемпиона Петром Сидоровым встретилась наша съемочная группа. Уникальный спринтер из Чувашии, так его называли в зарубежных изданиях. Арделион Игнатьев впервые громко заявил о себе в 1953 году. Тогда он завоевал 3 золотые медали на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Бухаресте. В 1954-м стал чемпионом Европы. Спустя 2 года на летних Олимпийских играх в австралийском Мельбурне взошел на пьедестал почета с бронзовой медалью. Сам Арделион Васильевич вспоминал ту Олимпиаду как самую жаркую. В своих мемуарах писал об этом. Даже в тени было градусов 40. Несколько спортсменов получили солнечный удар. Арделион Васильевич впервые среди чувашских спортсменов завоевал бронзовую медаль на 16-х Олимпийских играх, которые проходили в городе Мельбурн в Австралии. И, естественно, я прекрасно знал, что он является рекордсменом Советского Союза и 200, и 400 метров. И, кстати, в беге на 400 метров его рекорд с 1955 года до сих пор и по сегодняшний день является рекордом Чувашской республики. Задолго до полета Андриана Николаева в космос Арделион Игнатьев прославил Чувашию. О республике узнали во всем мире. И когда космонавты номер 3 говорили о его достижениях, он сам в первую очередь вспоминал про великого спортсмена. До меня, говорит, великим человеком был, который открыл окно Европы, это был Арделион Игнатьев, который еще в 1952 году выступал на Олимпийских играх в Хельсинки. Арделион Васильевич был и прекрасным семьянином. С супругой Ниной прожили 25 лет. Дочь также пошла по стопам отца, стала чемпионкой Чувашии по легкой атлетике. Четверть века прожили вместе. И в деревню часто я приезжала. Мы приезжали вместе. И одна с ребенком только приезжала. Его родители уважали. После завершения спортивной карьеры Арделион Васильевич долгое время трудился в пединституте имени Ивана Яковлева, был директором детско-юношеской спортшколы, активно занимался общественной работой. Его имя сегодня носят школы высшего спортивного мастерства и улицы в Чебоксарах и в Яльчиках. В честь великого спринтера в Чувашии ежегодно проводятся республиканские соревнования по легкой атлетике. Наталья Егорова, Алексей Енейкин, Владимир Синдеев. Вести Чувашия.